Добрый день, уважаемые коллеги. Выражаю благодарность и очень приятно от лица Иркутской области также встречно поприветствовать и гостеприимную республику Саха-Якутия и всех коллег, которые сегодня обсуждают такую очень интересную тему. Можно презентацию включить? Мы, наверное, привыкли за последнее время встречаться на таких московских площадках. Это маленькую такую отвлеченную тему. Форум ТЭК России в 21 веке, вот НС 2013 в том году проходил, 2014, но такого концентрированного внимания к тематике возобновляемых источников энергии, как здесь в республике, мы действительно нигде не отмечаем. И в своем докладе я остановлюсь на ряде отдельных наиболее успешных примерах использования возобновляемых источников в нашей Иркутской области. Вот если коллеги из Забайкальского края удивлялись, почему они здесь присутствуют, то Иркутская область, наверное, должна еще больше удивляться, почему здесь присутствует, потому что дальше остановлюсь на этом подробнее, еще более богатый гидроэнергетический потенциал и так далее. Но вот пару слов все-таки о нашем регионе. Мы по площади занимаем второе место среди регионов Сибирского федерального округа. Но по численности только 8-е место. У нас на 750 тысячах квадратных метров проживает всего лишь 2 миллиона 300 тысяч человек. Граничим с Красноярским краем, с Якутией, с Забайкальским краем, с Бурятией, по востоку, по югу, и с Тывой на юго-западе. И в нашем составе 42 муниципальных образования. Конечно, с Республикой Саха не сравнить количество населенных пунктов, в которых у нас децентрализованное электроснабжение. Здесь мы слышим 125, у нас таких 60, и тем не менее они, конечно же, есть. В общем-то, все намерения по развитию топливно-энергетического комплекса в Иркутской области, они, как и у большинства, наверное, представителей нас, регионов, основываются на тех или иных документах, которые, по сути, сводятся к стратегии развития ТЭКа каждого субъекта федерации. У нас такой документ также имеется, 2012 года одобрен правительством Иркутской области, и вопросы развития ВИА в нем смотрятся достаточно плотно. Ну и так, коротко, иркутская энергосистема, она представлена в целом, да, централизованная ее часть. Это 4 гидроэлектростанции, 3 из них основаны на реке Ангара, которая вытекает из озера Байкал, Ангарская, Братская, Устилимская, Маканская ГЭС в Бодайвинском районе. 15 тепловых электростанций, установленная мощность нашей системы более 13 гигаватт, это треть объединенной энергосистемы Сибири. Ну и по гидроэнергетике здесь, конечно, у нас 70% установленной мощности, 9000 мегаватт, это наша гидроэнергетика. То есть так, если смотреть, то возобновляемая тема развита очень хорошо. Ну и на диаграмме представлено, насколько избыточен в целом энергетически наш субъект Российской Федерации. Если говорить уже о малой энергетике, приближаясь к нашей теме сегодняшней, коммунальная теплоэнергетика представлена тоже довольно-таки широко. Я не зря говорю про теплоэнергетику, потому что, коснувшись сегодня ВИА, мы много говорим про солнце, ветер. Ресурсы биомассы звучат, как я отметил для себя, не очень много. Более 1000 коммунальных котельных, 630 из них на угле, электроэнергия 247 на дровах, достаточно много, 167 теплоисточников. Газ развит слабо, всего лишь 6 штук, это пропан-бутан в настоящее время. Ну и жидкотопливные котельные, которые на нефти и на мазуте еще со стародавних времен достались. Итак, возобновляемая энергетика региона изучена в той самой стратегии, о которой я выше сказал. Естественно, под особым вниманием смотрелись и изучались перспективы использования солнечной генерации, ресурсов биомассы, ветряной потенциал и ресурсы гидроэнергетики. Ну, последовательно и коротенько по всем из них в частности. Валовый потенциал использования солнечной энергии в Иркутской области оценивается на уровне 106 миллиардов 700 миллионов тонн условного топлива. При этом технически из них потенциал оценивается уже только в 471 миллион тонн условного топлива, а экономически целесообразный, конечно же, гораздо меньше, 32 тысячи тонн условного топлива. Валовый ветряной
в 67 триллионов киловатт-часов ежегодно. Технически при этом возможно 170, ну а экономически в лучшем случае это 1 миллиард киловатт-часов. Но на фоне того, что в Иркутской области ежегодно производится порядка 60 миллиардов киловатт-часов электрической энергии, даже если мы придем к показателю по ветру в 1 миллиард, это будет очень здорово. Конечно же, тенденция на использование ВИА, она отмечается однозначно положительно, вовлечение этих источников в баланс. То есть мы наблюдаем все ветряки уже давно, там и солнечные панели, да, приобретаются там и частными лицами, и физическими, и организациями. И чего только наше муниципальное образование тоже не делают, наверное, все так тоже и солнечные панели на остановках общественного транспорта, чтобы Wi-Fi работал и так далее, и на солнечные коллектора, на нужды горячего водоснабжения. Но дальше остановлюсь поподробнее на одном показательном примере, который нам удалось реализовать и от начала до конца мониторить и по сей день. Это один из наших 60 населенных пунктов, в которых нет централизованного электроснабжения, побережье озера Байкал, село Лангурен, Ольхонский район, наиболее благоприятное с точки зрения нашего научного экспертного сообщества для использования как раз и солнца, и ветра. Так вот, там мы установили станцию мощностью 196 киловатт по установленной мощности. Из них 81 киловатт это солнечные панели, 15 киловатт ветряные турбины. Причем на картинке видно, они не горизонтально, они вертикального роторного типа. Бывают очень сильные шквалистые ветра и ветряки с горизонтальной осью, ну, как говорили нам местные люди, загибались лопастя, и они приходили в негодное состояние. Так вот, проект состоялся, мы наблюдаем за ним уже в течение всего 2013 года, причем наблюдаем не как-то так вот сами для себя. Эта электростанция у нас мониторится в интернете, вот тут адрес ее указан, в любое время любой желающий может смотреть в зависимости от температуры наружного воздуха, там, скорости ветра, солнечной инсоляции на квадратный метр вот, в текущий день, в текущий час. Можно смотреть ее параметры. За 2013 год она у нас выработала абсолютно объективно 211 тысяч киловатт-часов электроэнергии, причем данные населенный пункт весьма удален, передаются по спутниковым каналам связи на интернет-сайт. Ну, вот, очевидная тенденция, красные столбики, это дизельная генерация по месяцам, ну, слева направо, да, с января по декабрь. Очевидно, что в теплые месяца, апрель, май, июнь, июль, август и, в принципе, к сентябрю, зеленая энергия, конечно же, преобладает. И 43% ее, мы видим, вырабатывается абсолютно честно и достоверно за счет энергии солнца. Ветер, к сожалению, здесь ветер у нас не дал того эффекта, который мы ожидали. Но это не значит, что мы не будем дальше пробовать эти источники энергии. Конечно же, будем смотреть, может быть, и горизонтальные оси, и, может быть, и в других населенных пунктах будем пробовать. Ну, естественно, будем также стремиться выводить это в режим онлайн-мониторинга для любого научного экспертного сообщества, для любых желающих. Какая еще характерная особенность есть в Иркутской области, что киловатт-час электроэнергии для граждан, проживающих в городских населенных пунктах, сегодня самый дешевый по стране составляет 82 копейки, а жители, которые проживают в сельской местности, платят у нас вообще 57 копеек. Здесь у нас есть другая крайность, мы не можем позволить себе круглосуточное электроснабжение в таких населенных пунктах, иначе это приводит к электроотоплению. Электроотопление в зимний период, естественно, выводит на пик все оборудование, все мощности, ну и, соответственно, оно устаревает, ломается, изнашивается гораздо быстрее. Я просто сегодня услышал от Павла Алексеевича Маринычева, что в Республике Саха есть планы на электроотопление переходить там в перспективе. Но мне кажется, надо коллегам делать это осторожнее. Дальше гидроэнергетические ресурсы. Изучены также достаточно предметно. Потенциал Иркутской области оценивается по гидроэнергетике в 201 миллиард киловатт-часов.
технических 156. Ну и по факту мы имеем ежегодно порядка 40 миллиардов киловатт-часов гидрогенерации. Есть проекты, они здесь вот так представлены мелким шрифтом, даже особо на них не буду останавливаться. Есть в целом, есть предложения, которые можно было бы реализовывать. Но стоят они достаточно дорого, чтобы пробовать. И вот механизмы, которые сегодня есть, и та режимно-балансовая ситуация по производству электрической энергии и мощности в объединенной энергосистеме Сибири складывается. Она, в частности, наша основная энергокомпания «Иркутскэнерго» не позволяет принимать пока решений по инвестированию в такие проекты даже в централизованных зонах. А если говорить о маленьких населенных пунктах, у нас есть поселок Карам в Казачинско-Ленском районе, станция мощностью 800 киловатт, деривационного типа малая ГЭС оценивается в 200 миллионов рублей. Пока кажется это неприлично дорого, поэтому проект на паузе откровенно. Ну вот и дальше ресурсы лесной биомассы в Иркутской области, как и в многих наших регионах, вот здесь и Забайкалье, и Дальний Восток, это, конечно же, лес. Много леса, и вот лесная биомасса, она проанализирована нашими учеными с наибольшей концентрацией в центральной части региона, это Усть-Кутский район, Иринский район, ну и в западной, это Усть-Илимский. Поэтому в Иркутской области весьма востребованным направлением становится, то есть все мы ждем газ, конечно же, когда он пойдет, когда Кавыкинское месторождение наше распечатают и будет сетевой газ на коммунальную энергетику. Но пока мы приходим к выводу тому и активно этим пользуемся котельными на биотопливе. То есть помимо того, что это просто экологично, дымосгорание щепы, он для атмосферы менее вреден, чем тот же уголь, который у нас более сильно вовлечен в баланс. Используем кородревесные отходы. В частности, вот за последнее время реализовали 3 проекта. Это электрокотельную в Братском районе перевели мощностью 1,75 мегаватт. И в городе Усть-Куте 2 котельных взамен 2 нефтяных котельных построили котельные на кородревесных отходах. Вот братский пример, порядка 10,5 миллионов рублей в год эффект при затратах 20 миллионов в стоимости всего проекта. То есть за 2,5 года окупается тонна щепы, у нас стоит там 600 рублей, в то время как киловатт-час для прочих потребителей, он, конечно, не как для населения, но экономика, она вот за 2,5 года окупаемости приводит. То же самое в городе Усть-Куте, где котельная была на нефти, которая закупалась там порядка за чуть не 14 тысяч за тонну, перевели на кору, ну и хороший эффект. Также вот окупаемость, конечно, побольше получается, большие капиталовложения. Реализовывались проекты с использованием, естественно, средств по программе энергосбережения, и здесь были и региональные, и федеральные средства. Ну вот в заключение, наверное, есть еще и тема использования возобновляемых источников на примере тепловых насосов. Конечно же, везде экономика все ставит на места. Есть в Иркутской области примеры, где менее удачные примеры использования ТНУ, и где более удачные, там, где они замещают те же самые электрокотельные, тепловые насосы пользуются успехом и спросом. Вот для краткости у меня все. Спасибо.